Ассаламу алейкум. Витаю, друзья. Не смог пройти мимо одного из выпусков Александра Сотника, где он говорит о бандите Милове. Том самом Милове, который был при Путине, которого Немцов пинком прогнал от себя, который служил верой и правдой становлению путинского режима и потом имел наглость называть Джохара Дудаева бандитом. Причем и его Путин бандит, и он сам бандит, причем запатентованный. Ну и не хватает наглости у этих русских политиков говорить вот такие вещи. Но я не об этом сейчас. Я очень хотел бы показать сейчас видео о том, как Александр Сотник отзывается об этом Милове и какие слова он этого находит. Просто снимаю шляпу перед Александром Сотником, который просто великолепен в своем ремесле. Так, внимание. Думаете, все россияне постепенно поймут, что империя достигла своего финального уровня? Спасибо, Петр. Я сейчас отвечу, Петр. Но для начала я предлагаю вам послушать совершенно феноменальный фрагмент проповеди одного из соратников Алексея Навального. Зовут этого человека Владимир Милов. Давайте послушаем, насладимся и слегка офонареем. Я заранее прошу украинцев не обижаться, но мы много слышали обвинений в последнее время в том, что... Здесь я бы хотел сделать ремарку. Я немножко сделаю еще комментарии по этому поводу, что говорит, ну у Милова, профессионального лизуна, сразу же, как начинает он, я прошу украинцев не обижаться. Сразу же он заранее предупреждает. А по отношению к чеченцам, по которым он совершил, его страна и его президент совершили десятикратно уже массовые преступления, убито 30% граждан Чеченской Республики Ичкерия, он таких слов не подбирает. Он мог бы с таким же успехом сказать, что Зеленский это бандит, как он говорил про Джохара Дудаева. Но тут он начинает говорить уже вот с таких извинительных фраз, заранее извиняясь перед украинцами. Но посмотрите, что он говорит. Это очень характерно, как они еще это преподносят нам, чеченцам. Хватает наглости, вместо того, чтобы по православной традиции встать на колени перед украинцами в данном случае и попросить прощения за это, он пытается, как уж на сковороде, извиваться и пытаться оправдать себя и свою страну. Внимание. Почему вот вы, русские, не штурмуете Кремль и не свергаете Путина? Ну так вот мы как-то на землях, которые заняты путинской армией, мы как тоже не видим, чтобы там кто-то сверг оккупационную администрацию в Херсоне, оккупационную администрацию в Бердянске или Мелитополе. Потому что безоружным людям вот очень сложно. Вы слышите, да, что он говорит? Он говорит, на оккупированным территориях, нам то же самое русские говорят. После того, как устроили нам геноцид русские, мы сражались, гибли, преследуют, до сих пор нас преследуют, угнетают. И когда мы говорим, ну, ребят, русские, вы собираетесь что-то там со своей властью делать? Он говорит, вот, чеченцы, если бы вы поднялись, вот если бы вы справились, и так далее, и так далее. И такое вот, галимая просто отмазка. Просто это говорит о том, что он не признает вину, он пытаясь заигрывать с украинцами, он перед своими фашистскими избирателями, которые электорат Путина, 70%, он пытается перед ними отстаивать их правоту. Какая может быть правота у маньяка, у людоеда, который только что убил там сотни людей в Буче, обстреливает там роддома, убивает женщин, детей, стариков и так далее. Это Милову не понять. Ну все, давайте послушаем Милова и Александра Сотника. Я думаю, что, может быть, вы сейчас поймете, и прекратите, вот эти обвинения предъявлять тем нам, кто все эти годы говорил о том, что путинский режим преступный, и он вот до такого дойдет. Еще раз повторю, что мы все с вами...
все эти годы он не говорит, чтобы вы понимали. Все эти годы, особенно начальные годы, он рядом с Путиным после взрыва в 99 году, активной фазы геноцида чеченского народа. Вот это существо, бандит, вот эта ублюдина, она все эти годы не возмущается. И он говорит, мы все в одной лодке. Не хочу показывать один жест, Милов, но я тебе скажу, что мы с вами не в одной лодке. Мы, то есть и украинцы, с вами, да, есть среди них хохлы, которые хотят быть с вами в одной лодке, вот с такими мерзавцами, как ты. Но настоящие свободные украинцы и все свободные люди с вами не в одной лодке. Особенно вот с тобой. В одной лодке. Это был соратник Навального Владимир Милов из ФБК. И знаете, в этой речи прекрасно все. Так вывернуть наизнанку ситуацию может только опытный демагог и политический мошенник, коим Милов, безусловно, является. Ну, недаром в свое время его погнал от себя Немцов со словами, чтобы я этого тра-та-та больше близко никогда не видел. А ведь доклады когда-то вместе писали, да. Да ладно, дело прошлое. А вот сегодня Милов умело, очень быстро на лету облачается в шкурку потерпевшей овечки, сравнивая себя, слившего протест и нанесшего самому протестному движению в России просто травмы, несовместимые с жизнью. Так вот он сравнивает себя с украинцами, на чью землю пришла русская фашня. Если ты политик, а не мошенник, то ты, Вова Милов, должен понимать. Это твоя, фашня пришла на чужую территорию, к украинцам. Твоя доморощенная. Это не украинская фашня явилась в какую-то условную Пырловку и занялась грабежами и убийствами, а твоя родная руснявая. Это ты был таким говнополитиком, что допустил ее развитие. А когда Сотник орал благим матом в 2012-м, что фашистский переворот в России вступает в завершающую фазу, народ, очнитесь, мы на пороге большого фашизма. Ты что делал? Ты, крутил пальцем у виска и говорил, какой Сотник ты. Че ты сгущаешь? Какой нахрен фашизм? Да ты че? Да ты что, пойдем флажком помашем, да, белой ленточкой помашем. Вот тебя только спроси, Вова Милов, Чечня это что? Чечня это Россия? И ты ответишь, что Чечня не бутерброд, да? Как и Крым. Потому что все очень сложно и опасно. Потому что в твоей имперской головешке не умещается простой ответ, что Ичкерия это отдельная страна, независимая, оккупированная и истерзанная Россией. Фашистской России. Ты и как политик профнепригоден, и как оппозиционер полное говно. Но на самом деле ты очень хорош как функционер от оппозиции, сделавший оппозиционную деятельность своей профессией. Ты шляешься по форумам, торгуешь оппозиционным хлебалом, убедительно забиваешь баки западному политическому истеблишменту обещаниями, типа вот когда мы придем к власти, вы только нас приведите к власти, дяденьки заморские, приведите, вы нас только допустите, и вы увидите, как мы правильно и грамотно все перераспределим и перенаправим потоки. Все, что хотят эти господа. Навальный и Волковы, Миловы и Ходорковский, Чичеваркины и Тютрины со своими форумами свободной России, и не только с ними. Это дорваться до закромов, которые после крушения путинского режима могут остаться бесхозными. И под новой имперской, это бело-сине-белой тряпочкой властвовать, как новые патриции, демократические такие патриции, над презренным плебсом, который ненароком под руководством Путла свалился в этот фашнявый грех. Вам и тряпочка-то эта бело-сине-белая нужна только для того, чтобы вас с путлопомойкой не ассоциировали.
Вы как инфантилы ее над своей непутевой башкой подняли и машете. Вот наш флаг. Он настоящий, он демократический. Уж это-то точно настоящий демократический. Да, это вам не имперский аквафреш, нет. Вот это знамя нашей демократии, нашей будущей демократии. Признайте нас как прекрасную империю постфашистского будущего. Ура, товарищи! Нет, не спасет. Как я уже отмечал, система сейчас играет против Путина. Недаром он от нее отстранился и забился в недосягаемый для нее угол. Портал в Кобзонаре открыт. И Путин скорее уничтожит его вместе со всей Останкинской комарильей, с госдумовским этим гаремом, нежели позволит себя туда засосать. Либо она его, либо он ее. Главный сюжет нашей программы смотрите прямо сейчас. Спасибо большое, Александр. Хочу сказать, вы великолепны в своем деле. Спасибо большое.